Звыш 7000 адзінак грамадскага транспарту штодзённа выходзіць на маршруты ў розных населеных пунктах Брэсцкай вобласці. У Брэсце такіх перавозчыкаў каля 2000. Значную частку з іх складаюць маршрутныя таксі. І карыстаюцца іх паслугамі тысячы жыхароў горада над Бугам. Даволі зручна і даступна. Толькі вось ці заўсёды гэтыя перавозчыкі ў поўнай меры клапоцяцца аб тым, каб паездка пассажиров была яшчэ і бяспечнай. За 9 месяцев текущего года на территории Брестской области было выявлено 3098 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутного транспорта. Из них 2055 в Бресте. Ездить с нарушениями для водителей данной категории – это привычный стиль вождения. Часцей за ўсё водители маршрутных такси парушаюць хуткасныя рэжымы, не пропускаюць пешаходов на пераходах, едуць на чырвонае святло. Ёсць і даволі шматлікія факты, калі ў салоне перавозяцца пассажиры без месцаў для сядзення. Хотя многие пассажиры сами згаджаюцца на такі проезд. Это как добираться? Ну, вообще, если перегруз в городе, вообще невозможно в это время сработать. Достаточно транспорта, конечно. Ну, а как? Или мне домой к 9 приехать, а в 6 утра опять не работают. Ну, так это... Все спешат домой. І таких выпадков даволі много, штодзённа і на розных маршрутах. Наши размовы с потенциальными пассажирами только подтверждают это. Бывают, нарушают, да, бывают. Ну, некоторые аккуратно ездят. Кто хочет денег заработать много, берет много людей. Места в основном водитель отслеживает, чтобы было всем люди сидели. Вот. Ну, единственное, может быть одну остановку. Ну, много. Даже бывает такое, вчера ехали, мы не могли зайти, пропустили 2 маршрутки, потому что люди стоя ехали. Просто нельзя было зайти даже. Замечали, что они на остановках всегда останавливаются. Бывает такое, что за остановкой, перед остановкой вообще не в неположенных местах. На красный я не замечала, что проезжали. Но пешеходов замечала, что не пропускают, тоже бывало такое, да. Конечно, есть сярод водителей маршруток и тых, кто правила выконвае заўсёды. Однако таких ледзь не меньшасць. Сложность в пробковых ситуациях. То есть по расписанию двигаться в час пик просто невозможно. Бывает спешка, делается ошибка. Старшее поколение, оно более воспитанное, младшее надо учить. Вот и все. Поэтому друг с другом, если мы давно работаем у нас, никаких гонок, ничего нету, работаем красиво. Только за час проведения рейду было выявлено несколько перавозчиков-парушальников правил дорожного руху и перевозки пассажиров. Штраф на первый раз может складать до половы базовой величини. Повторно на протягу года до 4 базовых величинь. Інших мер административного покарания не предугледжено. Юрий Печур, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».